эта информация для нынешних властей Армении. Это не первый случай, когда в азербайджанской прессе такую информацию распространяют. Мне кажется, что власти Азербайджана таким способом добиваются уступки от властей Армении. И, наверное, у них уже есть новые требования, и они путем шантажа добиваются того, что власти Армении эти требования будут исполнять. К сожалению, очень часто власти Армении поддаются под этот шантаж и довольно-таки часто принимают эти требования. То, что Азербайджан добивается так называемого Зангезурского коридора, это и так ясно, это главное требование Азербайджана. Но мы должны понимать, что Азербайджан не та страна, которая может самолично решить, воевать с Арменией или не воевать. Для этого надо, чтобы Азербайджан поддерживали те страны, которые эту войну. И, естественно, Азербайджан готовится к войне не только с Арменией, но и с Ираном. Но это все зависит от международной обстановки и главные страны, какое решение примут. А что касается конкретного случая, естественно, Азербайджан путем шантажа, я повторяюсь, хочет добиться новых уступок от властей Армении. Говорим о Азербайджане, мы понимаем, что тут есть и Турция, тут есть и поддержка Израиля, и Британии. И, естественно, есть страны, которым это невыгодно, потому что война это принесет новые геополитические изменения. Так что, когда мы говорим о Азербайджане, мы должны в первую очередь смотреть, что происходит в мире, какие сдвиги происходят